Народ Саха издавна известен как скотоводы и коневоды. Известно, что средняя якутская семья, состоявшая из 5 человек, имела до 5-6 дойных коров. Часть молока они заготавливали, делали масло или творог, а остальное молоко хозяева употребляли на чай, сорот и кормили детей. Даже свое жилище, балаган, наши предки нередко делили со своими животными. Якут был неразлучен со своим скотом в течение всей своей жизни. Скотоводческий хозяйственный уклад отразился и в семейных, и в календарных обрядах. Календарь народа Саха символически связан со скотом, а именно с быком, так как именно бык ассоциировался у наших предков с самой длинной порой в году – зимой. Конечно, сейчас все меньше семей содержат в своем хозяйстве коров. Но тем не менее нам захотелось уделить должное внимание этим прекрасным животным, которые на протяжении многих лет и даже веков помогали выживать нашему народу. По-научному клички животных называются зоонимами, а зоонимы – это часть такого направления в языкознании, как ономастика. Ономастика же, в свою очередь, изучает все имена собственные, которые включают в себя и названия географических объектов, и имена людей, их фамилии, прозвища, также названия небесных тел, космических объектов и так далее. Еще в 1974 году советский ученый-антропонимист Владимир Андреевич Никонов в своей книге «Имя и общество» заметил, что значение имени человека нужно исследовать не по значению его основы, а по мотиву, который вкладывал человек, давая имя своему ребенку. То есть, например, по аналогии с именами людей, давая своей корове кличку Кынней, что в переводе означает «солнечная», хозяин имеет в виду, что на морде у нее имеется какая-то отметина в виде солнца, либо он хочет пожелать, чтобы она была по характеру солнечной. То есть значение имени заключается именно в мотиве, который подразумевал имядатель. Поэтому для нашего исследования было очень важно узнать не только клички животных, но и мотив, с которым называли их хозяева. Нами был проведен опрос в 2 формах – очное интервью и опрос через интернет. В составленной анкете было всего 4 вопроса, которые звучали так. Фамилия, имя, отчество, место жительства, количество голов коров и клички коров и причины, почему их назвали именно так. Хотелось бы отметить, что все опрашиваемые с удовольствием отвечали на наши вопросы, и в их ответах чувствуется большая любовь к их рогатым друзьям. В общей сложности мы собрали 100 зоонимических единиц. 71 из них образована лексическими средствами якутского языка, что, конечно же, объясняется очень просто, так как коров в основном содержат в сельской местности, где основным языком общения является родной якутский язык. Также 87 единиц по своей структуре являются односоставными именами, и лишь 3 представлены в виде словосочетаний. Это также объясняется тем, что клички животных должны быть лаконичными и простыми, чтобы их можно было легко и быстро позвать. Несмотря на то, что семантическая классификация, предложенная Владимиром Андреевичем Никоновым, была разработана для человеческих имен, для антропонимов, мы считаем, что она также замечательно подходит и к зоонимам. Его классификация делит онимические единицы на 3 основные группы. В первой группе представлены описательные имена или дескриптивы. Сюда входят все имена, которые описывают внешность, характер, какие-то другие индивидуальные черты, а также обстоятельства рождения. Вторая группа – это имена пожелания или дезидеративы. Третья группа – имена посвящения или меморативы. Сюда входят те имена, которые даются в честь кого-либо, человека или исторического события. К описательным кличкам относятся клички, выражающие особенность внешности. Например, Карачана и Карачан – маленькая. Сютюк в переводе означает наперсток, то есть маленькая. Принцесса родилась самой чистой, самой красивой. Харамурун на носу имеет черное пятно. Особенности окраса.
Кытарба – кытарбая, от слова кытар – краснеть. Кугастаи от слова кугас – рыжая. Но преобладающим в этой группе является белый цвет. Например, кличка Харчана от слова хар – снег. Нюргугун – подснежник, белая как подснежник, белоснежка. Кличка Мангачия представлена в 4 единицах. Образована от слова манган – белый цвет. По времени рождения. Февралька родилась в феврале. Кличка Марта встречается 4 раза, значит корова родилась в марте. Майка, Майдан родились в мае. Нюргугун родилась весной во время цветения подснежников. Саина встречается целых 3 раза, от слова саин – лето. Таким образом, в этой группе самым популярным именем оказались клички Марта и Саина, и время рождения – весна и лето. Обстоятельства рождения – это самая интересная группа. Например, белех или сюрприз – ее рождение оказалось сюрпризом для хозяев. Спартак родился в то время, когда в школе проходила спартакиада. Корова Сочи родилась во время Олимпиады в Сочи. Тая родилась во время пребывания хозяев в Таиланде. Нюрбина родилась и была привезена из Нюрбинского района, а бычок-боец родился 23 февраля, в День защитников Отечества. Еще одна подгруппа – это описание нрава. Она представлена всего одной кличкой – Кеик – бодливый бычок. Второй большой группой являются клички пожелания. В этой группе пожелания в основном связаны с количеством молока и нравом коровы. Например, Уйгулана от слова уйгу – изобилие, богатство, пожелание, чтобы корова была молочной. Нарыяна – нежная, пожелание, чтобы корова была спокойной. Сметана – пожелание, чтобы молоко у коровы было густым. Третья группа – это имена посвящения. Она представлена 2 подгруппами. В первой подгруппе клички коров образованы по первой букве имени предка. Например, Милана – дочь Миранды, Марина – дочь Милены, Маркус – сын Миланы и так далее. Во второй подгруппе представлены клички, данные в честь предка, телевизионного героя, родственников хозяев. Например, Семех – также звали бабушку коровы. Барон назван в честь своего отца. Тарзан назван в честь героя кино. Хюррем Султан названа в честь героини известного сериала. Маша и Шурка названы в честь родственников хозяев. Сыкына – имя героини повести Лаокут Уанна Нюргугун. Эче – в честь персонажа детской телепередачи. Также нами была выявлена дополнительная группа, которую мы назвали «Ласковые обращения». В ней 3 единицы, 2 из которых повторяются. Кыстара – доченька, встречается 4 раза, и бычок. В результате исследования мы узнали, что основным мотивом именования коровы является описание ее внешности. Коровы – это кормильцы, которые издревле помогали нашему народу выживать в суровых северных условиях. Поэтому мы надеемся, что этим небольшим исследованием мы выкажем им свою любовь и уважение.